Сейчас это только начинаю понимать, что я, оказывается, была завербована. Я вышла замуж за чеченца. Сидели в интернете, там познакомились. Ну, это чеченский джамаат был. Бум вербовки молодых женщин в райскую страну халифат прошел. Уже не осталось тех, кто верит в существование идеального государства на Ближнем Востоке. Но желание быть любимой и любить у представительниц слабой половины человечества никуда не исчезло. Наивность, доверчивость, вера в любовь и романтические чувства, они иногда, к сожалению, играют такую злую шутку с судьбами наших казахстанских женщин. Радикальные вербовщики активно заманивают в свои сети девушек через исламские сайты знакомств. Найти свою любовь в сети пытаются и атеисты, и последователи различных религий. Мусульмане не исключение. Сейчас в интернете очень много мусульманских сайтов знакомств. Как правило, неизвестно, кто создает здесь странички женихов и какие цели преследует. На этих сайтах открыто публикуют отрывки из лекций псевдошейхов, которые дают фетвы, в которых одобряются подобные знакомства. Им присваивается статус халял, то есть разрешено. В Духовном управлении мусульман Казахстана ведет деятельность отдела религиозной реабилитации, в конкретную функцию которой включается интернет-мониторинг. Наблюдается деятельность в социальной сети Instagram. Есть определенные странички, которые направлены на, скажем так, найти мужа, либо найти жену. Данные странички, либо аналогичные сервисы, они не имеют никакого отношения к Духовному управлению мусульман Казахстана. Не рекомендуем нашим согражданам обращаться, либо выкладывать свои данные в такие сервисы. Если раньше молодых мусульман знакомили и женили родители, зная род будущих родственников до 7-го колена, то теперь брак заключается онлайн. Неизвестно с кем, с одобрения виртуальных лжеимамов. Идет открытая идеология ваххабизма. Пишут, я там салафит, я там манхадж салафи солих, там я ахли сунна валь джамаа, Коран и сунна, как понимали праведные предшественники. И там пишет салафит, и в скобках там Назратуллах, там какой-то Рамин, там Мутаалим, там Алтай Береш, и сразу показывают, кто они. То есть идет уже вербовка, идет идейная обработка, второе – разрушение семейных ценностей. И третья проблема то, что уже внутри мусульман, казахов идет разделение. То есть это разделение дальше может привести к, естественно, печальным последствиям. На подобных сайтах знакомств существует свой фейс-код. То есть зарегистрироваться могут только покрытые девушки, исключительно бородатые мужчины. 90% девушек или женщин, которые ведутся на эти призывы, не имеют высшего образования, нет опыта работы, то есть никогда не работала в обществе. Третье, то, что ее видение мужчины, это вот как раз вот упрощенный вариант. То есть это качок, брутальный мужчина, и который может зарабатывать. Все. Больше других требований нет. Женщины, которые вернулись в Паджусану, мы знаем, что они там минимум 5-6 раз выходят замуж. Это же самое может происходить сейчас. Только в заувалированном виде. И, возможно, не на войну, а именно для других целей, для каких-то утех или же для каких-то выполнения каких-то заданий. Когда женщина вступает в переписку с незнакомым мужчиной, я как психолог считаю, что здесь есть психологические причины, да? Но прежде всего ее низкая самооценка, высокая степень доверчивости. В психологии есть понятие синдром дагестанского любовника, но он пришел к нам такой с российской практики. На самом деле первоначально его рассматривают как синдром марокканского любовника, когда европейские женщины, живя в очень хорошей, благополучной жизни, вовлекались обманом марокканских любовников, бросали все, уезжали к ним. Женщина любит ушами. Когда тебе очень красиво пишут, что ты необходима, что ты нужна, у женщины повышается самооценка. При заполнении анкеты на сайте, кроме стандартных данных, имени, фамилии и номера телефона, требуется заполнение графы «Вероубеждение» с указанием масхаба. В большинстве анкет женихов, зарегистрированных здесь, в разделе «О вере» указана приверженность радикальным течениям. Есть большая работа, которая и сейчас проводится через международные террористические организации. Это именно работа, деятельность различных вербовщиков. Войти в дружбу это стало уже неэффективно, а вот такие сервисы,
Когда ты подходишь к человеку с намерением никаха, создать семью, это уже, можно сказать, одно из окошек. Как правило, виртуальные женихи представляются истинными верующими. Мужчина рассказывает о том, какой правильный образ жизни он ведет, какой он идеальный, какими сладкими и беззаботными будут будни его избранницы. При видеозвонках бойфренд демонстрирует своих домашних питомцев, чаще кошку. Это своего рода психологический прием, на который ведутся претендентки в жены. К ней у мусульман особое отношение. По легенде, она спасла пророка от укуса змеи. Это единственное животное, которому разрешено заходить в мечеть. Есть такое понятие, как инфантилизм, да, это неразвитость своих эмоциональных состояний, психологического развития. И женщины не хотят решать вот проблемы, те вызовы, которые их толкает жизнь, и вот так легко выйти замуж и решить все свои жилищные, материальные, бытовые вопросы. Все обещанное женихами-вербовщиками не соответствует действительности. В реальности невест, в лучшем случае, ждет тяжелый физический труд, психоэмоциональное истощение и физическое насилие. А в худшем они становятся наложницами гаремов или смертницами-шахидками. Пострадавших от таких онлайн-встреч в Казахстане немало. Недавней жертвой виртуальной любви стала молодая женщина из Атырау. Слепая вера и полное доверие незнакомцу привели ее к слепой любви, плоды которой оказались совсем не сладкими.